1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат дар маросими ифтитоҳи 5 мактаби миёнаи русӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. Маросими ифтитоҳи мактабҳои нав бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин ба таври маҷозӣ сурат гирифт. Нахуст оид ба охирин омодагиҳо ба расми ифтитоҳи муассисаҳои нави таълимӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд, Бохтар ва Турсунзодаи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода ва вазири маорифи Федератсияи Русия Сергей Кравцов маълумот доданд. Ба сарони давлатҳо ва дигар иштирокчиёни маросими ифтитоҳи мактабҳои навозамонавӣ оид ба ҷараёни татбиқи лоиҳаҳои бунёди муассисаҳои таълимӣ видеофилми кӯтоҳ пешкаш карда шуд. Бояд гуфт ки дар доираи ҳамкории судманди Тоҷикистону Русия дар шаҳри Душанбе дар масоҳати умумии 2,4 гектар муассисаи таълимии муосир барои 2448 хонанда дар ду баст сохта шуд. Дар маҳалли бунёди мактаби нав дар маросими ифтитоҳи он раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок карданд. Сипас дар маросими ифтитоҳи 5 мактаби нави русӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин бо нутқи пурмуҳтаво оид ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои равобити ду кишвар ба хусус дар бораи самараи ҳамкориҳои судманд дар соҳаи илму маориф суханронӣ карданд. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомалӣ Рахмону. Приветствую вас, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые работники системы образования, дорогие наши школьники. Искренне рад вместе с президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, принять участие на сегодняшней церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений. Я хорошо помню 2012 год, когда мы вместе с уважаемым Владимиром Владимировичем дали старт проекту строительства 5 школ с русским языком обучения в городах Худжан, Турсунзаде, Куляб и Бохтар, а также в столице Таджикистана Душанбе. Рад, что за относительно короткий промежуток времени нам удалось реализовать его в полном объеме, и у нашего подрастающего поколения появились дополнительные возможности для получения образования в стенах новых школ, оснащенных передовыми образовательными технологиями и оборудованием. Хотел бы от имени правительства Таджикистана, а также от своего имени поблагодарить правительство Российской Федерации и лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку и всестороннее содействие качественному завершению строительных работ и своевременной сдачи в эксплуатацию новых общеобразовательных учреждений. Символично, что они открывают свои двери перед учителями и учениками юбилейный год установления дипломатических отношений между нашими государствами. За прошедшие 3 десятилетия Таджикистан и Россия добились значительных результатов в развитии и укреплении отношений стратегического партнерства, который сегодня охватывает практически все ключевые сферы взаимодействия. Особое место в повестке таджикско-российских отношений занимают вопросы последовательного наращивания гуманитарных связей, в том числе в сферах образования, науки и культуры. Дальнейшее расширение культурно-гуманитарного сотрудничества является постоянным предметом обсуждения в ходе регулярных встреч и контактов на высшем уровне. За прошедший период наработана необходимая договорно-правовая база образовательного и научно-исследовательского секторов наших отношений. На уровне правительства, профильных ведомств и вузов двух стран подписано более 200 документов о двустороннем сотрудничестве, и они служат надежной основой для дальнейшего развития взаимодействия в сферах образования и науки. Заложен хороший задел для всестороннего сотрудничества между научно-исследовательскими центрами и вузами двух стран. Плодотворное взаимодействие ученых Таджикистана и России охватывает многие актуальные научно-практические
направления в области естественных, точных, математических и гуманитарных наук, а также инновационных технологий. Желаемые результаты дают наши усилия по расширению возможностей получения среднего и высшего образования на русском языке. Сегодня у нас в стране насчитывается 39 школ с русским языком обучения, в которых учатся около 27 тысяч учащихся. Функционирует также более 160 смешанных таджикско-русских школ с охватом порядка 70 тысяч школьников. Наряду с этим, в соответствии с государственными стандартами, преподавание русского языка является обязательным элементом учебных программ, и начиная со 2 класса его изучают во всех общеобразовательных порядка 4000 школах. Сегодня в рамках отдельного социального проекта российские учителя обучают таджикских детей в наших общеобразовательных учреждениях. В этом контексте все еще сохраняет свою актуальность вопрос обеспечения наших школ учебниками и учебными пособиями. В городе Душанбе под эгидой 2 государств плодотворно функционирует Российско-Таджикский славянский университет. Кроме того, в Таджикистане успешно действуют филиалы таких престижных вузов России, как МГУ, Московский энергетический институт и МИСИС. В целом, с учетом студентов РТСО и указанных филиалов российских вузов, численность таджикской молодежи, которая охвачена российским образованием, составляет более 30 тысяч человек. А в более чем 700 вузах России на сегодняшний день учатся порядка 25 тысяч граждан Таджикистана. Выпускники российских вузов являются востребованными в различных отраслях национальной экономики. За их счет постоянно подкрепляется кадровый потенциал государственной службы, таджикской дипломатии, науки и педагогики в сфере культуры и искусств. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере высшего образования. Приветствуем открытие в Таджикистане новых филиалов российских вузов, в которых мы могли бы подготовить специалистов в соответствии с приоритетными направлениями развития страны. Признательны российской стороне за ежегодное выделение Таджикистана образовательных квот по широкому спектру востребованных в нашей стране специальностей. Количество этих квот в настоящее время достигает 700, и мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились, что оно будет увеличено до 1000. Уважаемые участники церемонии, последовательно продвигая языковую политику государства, мы наряду с государственным самое серьезное внимание уделяем комплексному подходу к развитию русского языка. И это не случайно. Как известно, в Конституции Республики Таджикистан за русским языком закреплен статус языка межнационального общения. Позапрошлом году в рамках Совета глав государств Содружества было принято решение об объявлении 2023 года годом русского языка. В этой связи мы договорились принять дополнительные меры по поддержке и развитию русского языка в странах Содружества, включая Таджикистан. В целом, хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии всего комплекса культурно-гуманитарных контактов с Россией. В этой связи правительство Таджикистана нацелено принять необходимые меры для расширения взаимодействия образовательных, научных и исследовательских учреждений двух стран, в том числе в области подготовки научных и педагогических кадров. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники церемонии, в завершение хотел бы выразить признательность строителям и всем, кто усердно занимался реализацией проекта по строительству школ в городах Душанбе, Худжан,
Тусузаде, Куляр и Бохтар. Поздравляю представителей одной из самых благородных профессий наших уважаемых преподавателей, которые сегодня начинают свою деятельность в этих образовательных учреждениях. Убежден, что знания, полученные школьниками в стенах общеобразовательных учреждений, будут способствовать их становлению в качестве созидателей, призванных обеспечить устойчивое развитие и процветание страны. Я также поздравляю наших дорогих школьников, которые сегодня начинают свою учебу в этих учреждениях. Уверен, что родители и сами школьники искренне рады такому подарку ко Дню знания, который сегодня повсеместно отмечается в Таджикистане. Свои поздравления хотел бы дополнить пожеланиями благополучия и успехов всем, кто имеет отношение к сегодняшнему важному событию. Благодарю за внимание. Слово предоставляется президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Эмомали Шарипович, дорогие учителя, ученики и их родители, я начну с того, чем закончил мой хороший старый друг, президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмон. Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей, доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане 1 сентября считается Днем знаний, является праздником. И очень символично, что именно в этот день в Республике Таджикистан открывается 5 новых школ с преподаванием на русском языке и, как уже было сказано, по российским образовательным программам и стандартам. Как уже отмечалось, о реализации этого масштабного совместного проекта мы с Эмомали Шариповичем договорились еще в 2019 году и держали этот проект под постоянным контролем. Я помню, тогда Эмомали Шарипович по дружбе меня так критиковал за то, что мы не уделяем должного внимания направлениям гуманитарного взаимодействия. Эмомали Шарипович, вот мы исправляемся. Мне Спасибо. кажется, что сегодня хорошее, очень доброе мероприятие. За сравнительно короткое время в 5 таджикских городах, об этом тоже было сказано, Душанбе, Хадженте, Кулябе, Бахтаре и Турсунзаде построены по-настоящему современные учебные заведения, которые примут почти 5000 таджикских ребят. Как известно, новые школы оборудованы в соответствии с последними передовыми практиками организации учебного процесса, отвечают самым высоким требованиям сейсмической безопасности, способны выдержать землетрясение в 9 баллов. Для Таджикистана это очень важно. За что хочу отдельно сказать большое спасибо российским инженерам, проектировщикам и строителям, а также всем нашим таджикским друзьям, которые принимали участие в возведении этих объектов. Убежден, что построенные при содействии России школы станут для учеников родным, гостеприимным домом. А учителя, в том числе и из России, о чем тоже ставил вопрос Эмомали Шарипович некоторое время назад, несколько лет назад, о том, чтобы мы посылали учителей в Таджикистан. Мы это тоже сделали. Я это помню, Эмомали Шарипович, это была ваша просьба. Так вот, с помощью в том числе наших учителей, ученики откроют для себя богатейший мир русского языка и литературы. Будут знакомить с достижениями, наши преподаватели будут таджикских ребят знакомить с достижениями российской и мировой науки и культуры. Помогут ребятам реализовать свои таланты и интересы, наладить общение и найти друзей среди сверстников в России и в других странах СНГ. Дадут путевку во взрослую жизнь. Мы с удовлетворением отмечаем рост интереса к получению образования на русском языке среди таджикских граждан. Данная тенденция во многом является результатом того, что в Конституции Таджикистана, как уже тоже было сказано, за русским языком закреплен особый статус языка межнационального общения. Как известно,
русский язык в общеобразовательных школах в Таджикистане начинают изучать, я хочу это особо подчеркнуть, уже со 2 класса. В республике действует 39 общеобразовательных учреждений с российским участием. В 160 школах открыты классы с русскоязычным обучением. 6-й год подряд в Таджикистане с успехом реализуется наш гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом», в рамках которого в начавшемся учебном году 76 российских педагогов-предметников будут вести занятия в таджикских средних школах по русскому языку, математике, естественным наукам, информатике. Также при поддержке России в Таджикистане на регулярной основе проводятся географические и экологические диктанты. Диктант «Победа». Кстати, упомяну, что наши страны активно взаимодействуют и в сфере высшего образования, о чем президент Таджикистана только что тоже сказал. Ежегодно гражданам Таджикистана предоставляется возможность пройти обучение в российских вузах за счет российского бюджета. 2000 на это, что называется, денег не жалко. Это сближает наши страны и народы, готовит кадры для Таджикистана. А это люди, которые, получившие образование в России, будут настроены на то, чтобы укреплять наше взаимодействие на длительную перспективу. В 2022-2023 году учебном число квотных мест было увеличено на 100 единиц и достигло уже 750. А в следующем году их станет еще больше. Идет подготовка квалифицированных кадров в Российско-Таджикском университете, а также в филиалах ряда ведущих российских вузов. Тоже об этом только что было сказано. Всего в вузах России получают сейчас уже 30 тысяч. Хочу вот эту цифру назвать. 30 тысяч студентов из Таджикистана. Возвращаясь к сегодняшнему мероприятию, подчеркну, что запуск в Таджикистане 5 новых российских школ является знаковым событием для двухсторонних отношений и наглядно свидетельствует о давней, искренней дружбе российского и таджикского народов, о сложившемся партнерстве и союзничестве между нашими государствами. Российско-таджикские отношения крепнут день ото дня, постоянно пополняются новыми совместными взаимовыгодными проектами, в том числе и в гуманитарной, в образовательной сфере. Совсем скоро, 24 сентября, в России откроются Дни культуры Таджикистана. Уважаемый Мавлид Шарипович, хочу проинформировать вас о том, что вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний проинформировал меня о том, что Москва решила вопрос, который вы тоже ставили, о предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали, для организации там культурного центра. Все расходы в этой связи правительство Москвы, как заявил Сергей Семенович Собянин, берет на себя. Также до конца года планируем провести двусторонний молодежный форум, посвященный развитию межкультурного диалога и созданию общего гуманитарного пространства. Все эти важные инициативы были бы невозможны без заинтересованного внимания со стороны руководства Таджикистана, со стороны президента. Хотел бы выразить за это искреннюю признательность президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, всем нашим таджикским друзьям и коллегам, и особо поблагодарить их за помощь и поддержку в сбережении и укреплении позиции русского языка в Таджикистане. И в завершение, конечно же, пожелаю ученикам открывшихся школ хороших оценок, успехов в учебе, самореализации и новых открытий. Благодарю вас. Большое спасибо. Позвольте попросить вас разрешить вашим представителям на местах перерезать символические ленты официального открытия школ. Пожалуйста. Разрешаю. Уважаемые главы государств, уважаемые присутствующие, на этом церемония открытия 5 общеобразовательных школ с русским языком обучения в городах Душанбе, Куляб, Худжан, Бохтар и Турсунзаде завершается. Благодарим всех за участие.
Спасибо. До Иван Алексеевич, до встречи До встречи. Самарканде. Спасибо. биёндагони гиромӣ бо расидани иттилои тоза шуморо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно хоҳанд кард. саломат бошед.